дорогие друзья, Хомхагас Достар. Мы начинаем новую неделю новой программой, точнее, очередным выпуском нашей старой программы «Аспекты Республики». Здесь и сейчас у микрофона Руслан Валиев. Я сообщаю, что за окном понедельник, 29 июня 2026 года. В Башкортостане уже 9 часов утра и 1 минута фактически. В Берлине 6:01. А вот, например, у Владимира из Чикаго, который нас смотрит, по-моему, 22 часа, если я правильно помню, дня предыдущего. Планета Земля большая, кругом живут наши земляки, и таким образом мы на нашей площадке собираемся для того, чтобы поговорить о родном Башкортостане, о событиях в нем и вокруг него, для того, чтобы сверить часы, поддержать друг друга морально, прежде всего, и во всех остальных смыслах тоже. Итак, здесь мы ждем ваших сообщений в чате трансляции. Здесь все как обычно, ничего нового. Делимся впечатлениями и новостями. Также подкидываем новости, если вдруг ведущий по какой-то причине запамятовал, пропустил или мало ли что еще. Или, например, страдая от невыносимой жары, совершенно перестал соображать, предположим. Судя по всему, накануне лично мне довелось пережить максимальную температуру, при которой вообще я когда бы то ни было где-то был. Потому что 40 градусов официально, не на домашних термометрах, а официально от метеорологов, при мне раньше никогда не было зафиксировано. Ни в Башкортостане, ни где-то в других местах, в том числе за границей, я такого не встречал. И казалось бы, в Берлине, где таких вещей не бывало никогда, кстати, никогда не бывало, да, реально, это произошло. Таким теплом, и даже наполовину таким же теплом пока еще не может похвастаться Уфа и Республика. Жители жалуются на дожди, на промозглую погоду. Но, в принципе, не холодно, да, ведь, дорогие друзья? Вчера до 20 температура поднималась, жить можно. Но, конечно, тепла чуть больше хочется в разгар лета, это я прекрасно понимаю. А когда приходит такая жара, как здесь, уже не понимаешь, что с этим делать, и спать, например, ночью ровным счетом не получается. И даже мобильный кондиционер, очень шумное устройство, толком никак не спасает. Что ж, пока вы собираетесь, я озвучу новости, которые произошли накануне, в воскресенье, 28 июня. Итак, в Запорожской области в результате российского удара погиб 1 человек, сообщил глава местной военной администрации Иван Федоров. Он не уточнил, был ли погибший среди людей, о ранении которых сообщалось ранее. Всего пострадали 11 человек, среди них 2 детей. Россия атаковала регион накануне утром. Авиабомба упала в жилой сектор, поврежден многоэтажный жилой дом, а на месте попадания возник пожар. В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за топливного кризиса. Продажу топлива на некоторых заправках ограничили 50 литрами в сутки на 1 автомобиль на одной АЗС. Также запрещен отпуск бензина в канистрах и других емкостях. В местах продажи топлива будут дежурить полицейские и сотрудники Росгвардии. По словам главы региона Игоря Кобзева, мера призвана не допустить чрезвычайной ситуации. Всего, по подсчетам «Инсайдер», на 25 июня ограничения на продажу топлива зафиксированы в 83 российских регионах. Что это за 2 региона, оставшиеся без ограничений? Удивительно. Силовики задержали 3 жителей Волгограда, снимавших последствия ракетной атаки по военному заводу, пишут интернет-издания «Говорит Москва» и блокнот «Волгоград». По их данным, видео было опубликовано в личных рабочих чатах, а также в телеграм-канале. О возбуждении дел не сообщается, однако волгоградский портал v1.ru написал, что жителям может грозить наказание по статье о госизмене. В Волгоградской области с 2025 года запрещено снимать кадры применения беспилотников, систем ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также мест падения дронов. За нарушение предусмотрена административная ответственность.
Российские банки стали блокировать вклады иностранцев из стран, которые Россия объявила недружественными. Об этом со ссылкой на нескольких клиентов Сбера, Т-банка, ВТБ и Альфа-банка пишет РБК. По их словам, средства на счетах и депозитах начали замораживать в начале июня. Причиной изменений стали контрсанкционные, указы Путина. Недружественными Россия считает страны Евросоюза, США, Великобританию, Украину, Канаду, Японию и ряд других государств. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и мэр Москвы Сергей Собянин возглавят пятерку «Единой России» на выборах в Госдуму, сообщает РБК со ссылкой на источники. По закону, каждая партия может включить в общефедеральную часть списка до 15 человек, но первые 5 будут указаны в бюллетенях. Кандидатов от «Единой России» на предстоящие выборы партия планировала утвердить вчера на съезде, который проходил в Москве. Во время прошлой кампании Собянин в первую пятерку не входил. Действительно, его там не было. Шойгу, видимо, ушел. Правительство Израиля признало геноцид армян. Об этом объявил министр иностранных дел страны Гидеон Саар, который был инициатором этого решения. Оно будет подано в парламент, где по нему состоится голосование. Жертвами геноцида 915-916 годов стали 1,5 миллиона армян. Факт геноцида официально признан 32 государствами-членами ООН. Однако многие другие страны, прежде всего Турция, факт геноцида не признают. Буркина-Фасо разорвала дипломатические отношения с Францией. В Париже это решение назвали необоснованным и враждебным. В МИД Франции объявили о возможном принятии ответных мер. Власти Буркина-Фасо назвали причиной разрыва дипломатических связей то, что французские власти поддерживают подрывные сети и террористов. Что бы это ни значило, Париж ранее уже отвергал подобные обвинения. Вот такие новости мы имеем по дню вчерашнему, немножко сумбурные, но какие есть. Важно прочитать сообщение от нашего зрителя «Ведомости». Спутники фиксируют сильный пожар в районе Керченской переправы. Предположительно горит инфраструктура с магистральными кабелями, которые соединяют Крым и Кубань. Очень любопытно. А мост цел все еще получается все-таки, да? А Малая Токмачка не взята войсками России. Прекрасно. В этом смысле все стабильно. Гамарджоба, пишет нам Вадим Беляков. Здравствуй, дорогой Вадим. Рафаэль, Фируза, Юля, Бейбей, Венер Халиуллин, Вальмир Акмулинский, Галина В., Руслан. Вот список наших активных зрителей, кто уже отметились в чате своими приветствиями сегодняшним утром. Всем большое спасибо за вашу активность. Это очень важно, особенно когда мы начинаем новую неделю после 2 выходных, особенно таких невыносимо жарких, как у нас, довольно непросто погружаться, скажем так, в текущий рабочий ритм и хорошо соображать, скажем так. Вот, но будем стараться с вашей помощью прежде всего. Кстати говоря, помимо не самой лучшей погоды в Уфе и республике, есть проблемы с экологией, которые даже официальные медиа признают со ссылкой на государственные структуры. Вот, например, в субботу писали, что в уфимском воздухе выявили повышенное содержание этилбензола, одной из сложных органических соединений, которое свойственно уфимскому воздуху из-за деятельности нефтеперерабатывающих заводов. Значит, по данным Центра мониторинга гидрометеорологической службы Башгидрометцентра, содержание загрязняющего вещества в 3,4 раза превышало предельно допустимую концентрацию. Утром 24 июня это было, то есть целую неделю назад фактически. Отклонение от допустимых значений обнаружил пост наблюдения за загрязнением атмосферы на улице Гафури. Опять же, в большом отдалении от заводов и в местах, которые традиционно считаются экологически чистыми и благоприятными. Да не тут-то было, оказывается.
Вот, это, видимо, тот один из тех ароматов, в кавычках, которые чувствуют уфимцы, когда ветер имеет определенное направление или, наоборот, стихает, да, и в воздухе концентрируется большое количество этих самых запахов. Итак, привет с Москвы, кстати говоря, да, от Рафаэля. Очень хорошо. Я очень радуюсь, когда нас смотрят вот из разных мест. Конечно, прежде всего мы работаем для аудитории в Башкортостане, безусловно. Но если нас смотрят выходцы из республики, которые по разным причинам живут или работают совсем в разных местах, это тоже очень круто и замечательно. Кстати, пишите, не ленитесь. Вот те из вас, кто пишут вообще что-то, если, в общем, скрывать нечего и как бы нет в этом тайны, то, указывая свое местонахождение, вы даете довольно-таки любопытную пищу для размышлений. Вот, глядишь, какие-то вопросы у нас к вам возникнут. Хорошие, в хорошем смысле слова вопросы. Для того, чтобы сделать нашу информационную картину более полной, насыщенной и программу более интересной, прежде всего. Ну, а мы, значит, должны сказать по экологии, да. Кстати, вот то, что мы говорили про этилбензол, если вдруг есть запах прямо сейчас где-то, тоже, пожалуйста, пишите. Нам интересно. Ну, опять же, нашей аудитории интересно, да? Ну, а главная тема последнего времени, главная тема обсуждений на кухнях, обсуждений в соцсетях, тема, которая вызывает разные эмоции, в том числе самые-самые жесткие, а кто-то превращает это в юмор и мемы. Тема с топливом, конечно же. Я сам получаю лично довольно большое количество сообщений о том, какова ситуация. Она разная в разных местах, но везде есть проблемы, безусловно. Проблемы, которые властями объясняются исключительно народным ажиотажем. То есть якобы в корне проблем с дефицитом топлива нет никаких причин, связанных с поражением критической инфраструктуры беспилотными летательными аппаратами. Тут, как говорится, хочешь верь, хочешь не верь. Но вот очередная публикация на эту тему в Башинформе, она официально подтверждает запрет отпускать бензин в канистры в Башкортостане. Это уже не внутрикомпанийское какое-то решение, там типа в Башнефти решили, о чем было написано еще ранее, или там еще где-то в частной заправке. А это официальное требование властей. Решение принял оперативный штаб по контролю за ситуацией по топливоснабжению в целях обеспечения безопасности жителей и исключения возгорания нефтепродуктов в местах самостоятельного хранения. О как! То есть, если человек в гараж привезет канистру, то он рискует тем, что может произойти возгорание. Вот чтобы этого не было, в канистру теперь наполнять нельзя. Ответственными за исполнение назначили руководителей АЗС на территории республики. Контроль за выполнением требований возложен на администрации городов и районов республики. Ну вот то, как наши с вами земляки обходят запреты, мы уже видели. Я думаю, что и вы все тоже могли это видеть в тех же социальных сетях. Каких только хитростей не придумают. Делают вид, что стоят в задней части автомобиля и, значит, заправляют бак машины, а фактически в это время, значит, пистолет заправщика направлен в багажник, где таится, значит, какая-то емкость. В плане емкости, конечно, не всегда используются разрешенные для этой цели, и это очень важно понимать. Мне кажется, люди проявляют абсолютную глупость в этой ситуации, да, и безответственность перед самими собой, потому что действительно статическое электричество в непредусмотренных для этого емкостях легко может воспламенить эту самую жидкость топливную и привести к трагическим последствиям для того, кто это делает, и для тех, кто его окружают. Но если верить запрету, то сейчас данная беда будет искоренена, и никто ничем рисковать не будет. Впрочем, надо сказать, у сердобольных граждан наверняка запасы уже сформированы. Ведь за последнюю неделю люди выезжали на заправки буквально ежедневно, насколько я понимаю.
Есть, по крайней мере, отдельные свидетельства от тех, кто мне сообщает, что они сами выезжали каждый день и наблюдали одних и тех же своих соседей, земляков, которые тоже это делали. В сельской местности чаще всего такое, конечно, можно провернуть в плане того, что зафиксировать знакомые лица. Вот, но это действительно было. Если серьезно, то, конечно же, мы, скорее всего, не можем на 100% верить утверждениям властей о том, что у них все в порядке и нет сокращения производства. Другое дело, понятно, что, скорее всего, например, башкирские нефтезаводы могут полностью удовлетворить спрос в республике. Могут, понятно. Но ведь спрос не ограничивается республикой. Вот это надо помнить. Тем временем вот еще одна публикация на эту тему. Минторг Башкортостана ответил, почему дефицита нет, а заправки все-таки закрылись. Очень важный вопрос, да? Значит, люди пишут вопросы, комментарии оставляют в соцсетях и правильно делают. И вот какой ответ они получают, например, от представителя Минторговли. Во многом ситуация связана с ажиотажными и спекулятивными моментами. При этом есть и определенные факторы в текущей макроэкономической ситуации. Смотрите, какие они молодцы, так скажем, рискуют частично признать правду. Про некую макроэкономическую ситуацию говорят. Дальше, значит, и вот эти вот вещи влияют на то, что происходит перераспределение производственных объемов топлива в разрезе всей страны. То есть, опять же, Минторг Башкортостана подтверждает, что за счет объемов республики, в частности, будут пополняться недостатки там, где они возникли. Давайте представим себе, что это может быть Москва. Значит, дальше заверили в Минторге, что дефицита топлива на АЗС, работающих напрямую с производителями, нет. Есть проблема лишь у малых АЗС, которые снабжались топливом от производителей по остаточному принципу. Цитата. У небольших АЗС, которые в настоящее время закупают топливо у иных нефтетрейдеров, участников оптового рынка, могут возникать сложности. Зачастую отпускные цены у них превышают среднебиржевые. В общем, в данном случае надо отметить, что даже в некотором роде чиновники молодцы, да, признали правду. Возможно, тот, кто отвечал на вопрос жителя, на комментарий, ну, скажем так, обладает некоторой степенью смелости, вот, и не понимает политическую целесообразность говорить ту или иную информацию или не говорить. Вот и вы пишете, я вижу, разные сообщения на эту тему. Так, в пятницу, отстояв в очереди час с небольшим, заправилась 30 литрами на человека. Вчера вечером возвращалась, очереди на заправках небольшие. Работает Башнефть, Лукойл, топлива нет. Угу. Ну вот очереди вчера уже сократились, судя по всему, да. А в Москве тоже очереди на заправках, очереди тоже большие, лимиты тоже есть, пишет Рафаэль. Вадим пишет, ночью возвращался в Уфу на Башнефть на западной дороге в районе Лампочки. Была очередь штук 50 машин. На Башнефти в районе Комарова был только дизель. Башнефть после моста перед моргом закрыта. Вот так вот. Ажиотаж, в общем-то, не закончился, судя по тому, что вы пишете. Знакомый пошел, говорит, очередь сейчас посмотрю, пишет Вальмир. Есть или нет. Если есть, то, говорит, ночью заправлю. Ну вот, люди привыкают к новой реальности. Кто-то, кто постарше, вспоминает давно-давно забытую молодость, более чем 35-летней давности. Вот, мы тут даже вспоминали с ровесниками, как проблемы с дефицитом решали наши родители. Мы-то, понятно, были детьми тогда, в 89-90-х годах, когда топливо тоже было в дефиците по всей стране, и были талоны и прочее, и заправок было в десятки раз меньше, наверное. Так вот, мы пришли к единому мнению, что на тот момент проблемы с топливом решались за счет разгильдяйства и бесхозяйственности по всей стране, потому что у всех были так или иначе знакомые, родственники, которые работали на государственной, так сказать, технике, заправляющейся за государственный счет. И с этой техники всегда топливо сливалось направо и налево, и наши папы, так скажем, могли воспользоваться вот этими лазейками.
Когда спрашивают, от чего рухнул Советский Союз, вот смотри, как говорится, вот на эти вот нюансы. Ведь масштабы коррупции и мелкого воровства по всей стране, ну, просто были сногсшибательными. Даже если вспомнить конкретные вещи вот из моей тогда еще детской памяти. Итак, в общем, продолжаем за этим следить, смеяться над мемами и шутками, которые распространяются на этот счет в соцсетях. Кстати, вот зря не подготовил вам показать. Наши, видимо, республиканские умельцы пошутили на тему дефицита топлива, сделав видеоролик, скорее всего, с помощью искусственного интеллекта, который пародирует знаменитую рекламу Кока-Колы, в которой грузовики по ночной сказочной дороге, светящиеся лампочками, едут и праздник нам, значит, везут. А тут едут бензовозы Башнефти, тоже лампочками украшены, и, значит, праздник нам приходит. Девиз этого ролика звучит, то есть какие времена, такие и радости, как говорится, у людей. А если серьезно, все-таки я, например, особым оптимизмом не обладаю. Даже если мы сегодня с вами зафиксировали, что, например, башкортостанские заводы на данный момент работают в достаточном объеме для того, чтобы снабжать республику, утверждать однозначно, что так будет и впредь, мы не можем, потому что прилеты по этим объектам по стране в целом продолжаются. Спрос на нефтепродукты в этом смысле не сокращается. Более того, в ближайшие пару месяцев он даже будет расти ввиду сезона отпусков, так или иначе, ввиду уборочной кампании у аграриев. Спрос будет расти, и увеличение предложения за счет внутренних резервов, конечно же, ожидать нельзя. За счет импорта вполне. Об этом тоже уже на официальном вполне уровне заговорили. Вот. Ну и, как я некоторым знакомым говорю, рассчитывайте на то, что найдутся умельцы, хитрецы среди нашего населения, которые наладят такие контрабандные поставки. То, как они наладили поставки каких-нибудь европейских автомобилей, например, еще в 2022 году, то, как они наладили поставки всего того, что даже по параллельному импорту, скажем так, в страну не очень-то принято возить. С официальной точки зрения не принято, а с точки зрения умельцев и ловкачей вполне себе уместно. Так, ведомости пишут. Наверное, ФСБшные боты сейчас на понедельниковом совещании устроили мозговой штурм. Крепко думают, как же объяснить дефицит бензина и очереди на АЗС. Вырабатывают позицию для антикриза. Пишут там. Интересно, пока их нет у нас в чате, и вы предполагаете, где они могут быть заняты. Вполне, вполне. Очереди на АЗС перекочуют в очереди в банке за покупкой наличных долларов и евро, пишет Марс Абакиров. Ну, тоже версия вполне себе разумная. Так. А мы дальше, как говорится, идем. Все-таки о бензине только лишь говорить весь эфир не получается. И нет, наверное, смысла. Очень любопытная новость. Сайт особой экономической зоны Алабуга взломали. Вроде не про Башкортостан, но мне кажется, для нас это очень актуально и любопытно. На этом сайте появилось сообщение от подпольной организации «Черная искра». Я надеюсь, что наша аудитория хотя бы отчасти слышала. Была такая новость о том, что существует некая организация сетевая, скажем так, и работающая подпольно, в том числе внутри России, которая помогает Украине побеждать в войне, скажем коротко, да. Дескать, у этой организации есть агентурная сеть внутри страны России, в том числе среди высокопоставленных деятелей, то ли даже правоохранительной системы, я не знаю. В общем, я сейчас очень коротко передал о том, что это за организация. У меня нет стопроцентной даже уверенности о том, что эта организация реально существует. Это просто было как бы рассказано, причем не очень даже широко, в некоторых свободных СМИ. И вот, значит, «Черная искра» распространила, так скажем, пресс-релизы. Она пишет следующее. Подпольная организация «Черная искра» проникла на производство БПЛА «Герань-2» и «Герань-3». Несколько месяцев мы работали внутри системы.
За это время выгрузили базу данных всех сотрудников, их родственников, места проживания, цепочки поставок и прочее. Это все, кстати, сообщение было на сайте самой Алабуги прямо опубликовано, когда этот сайт Алабуги взломали, соответственно. В организации утверждают, что они работали на предприятии и в ходе сборки в последние партии изготовленных шахедов, получается, они оставили сотни сюрпризов. То есть конкретные живые люди якобы там были чуть ли не на предприятии работниками. После запуска такие БПЛА могут взрываться, пишут они. В своем телеграм-канале «Черная искра» написала: сейчас в Алабуге большой шухер. Их сервера пришлось отключать физически, а ФСБшники проверяют всех, кто может быть причастен к проникновению в систему. Любопытно. Крутые какие, молодцы, если действительно все, что здесь написано, правда, и они смогли это сделать. Остается лишь пожелать действовать в том же духе и, скажем так, проникать в том числе и в разные структуры на территории Башкортостана. Нам будет особенно любопытно за этим посмотреть. Вот тут напоминает нам наш подписчик «Ведомости», что «Черную искру» организовал бывший топ-менеджер «Газпрома» Волобуев. Они взяли на себя ответственность за удары по Оренбургскому газовому заводу, Ярославскому НПЗ и другим предприятиям. Вот, да, был там деятель с «Газпрома», действительно, который сам уроженец Украины, и именно он давал интервью, если я правильно помню, YouTube-каналу «И грянул Грэм». Именно там я в свое время посмотрел и что-то об этом узнал. Правда, с тех пор, как я вот об этом узнал из данного интервью, как-то ничего особо не возникало на информационном поле от них. И вот, пожалуйста, новость, которая очень важна с точки зрения Татарстана и Башкортостана. Так, кстати, добавлю. Мы в выходные пообщались в формате интервью с Русланом Габбасовым. Надо сказать, не я брал интервью, а он. Я был гостем его программы, но у него программа выходит в записи, поэтому ждем появления. Мне кажется, удалось, по крайней мере, местами раскрыть довольно важные какие-то глубинные вещи, о которых даже здесь в эфирах, знаете ли, как-то высказаться не получается. Просто потому, что наши эфиры выглядят в виде такого монолога чаще всего. И мы обсуждаем здесь все-таки больше новости и даем какие-то поверхностные комментарии по этим новостям. Там же мы пообщались, насколько это было возможно, глубоко, с учетом тех условий, в которых сейчас приходится общаться. Я имею в виду жару. Очень тяжело переношу, и мозги в прямом смысле плавятся. Сложно соображать и озвучивать адекватно те мысли, которые приходят в голову. Вот. Так что ждем премьеры, соответственно, на канале, и предлагаю посмотреть. Вот, немножечко от привычного формата, от формата ведущего, от формата интервьюера отошел. Конечно, я и раньше бывало давал интервью, но это было давно, как говорится, и неправда. С учетом многих последних изменений это стало актуальным. Вот, дальше. К более таким, знаете ли, прозаическим и рядовым новостям. В условиях довольно-таки неприятной и мокрой погоды в Башкортостане есть проблемы с туризмом, тем самым хваленым туризмом, о развитии которого власти говорят многие годы, но по факту, если посмотреть, вот фактически там, где это нужно, ничего не делается. О чем речь? Речь про замечательном и притягивающем туристов объекте. Это хребет Инзерские Зубчатки в Белорецком районе. Когда дожди, дорогу там настолько размывает, что даже внедорожники и грузовики «Урал», на которых ездят местные забросчики, добраться становится невозможным. Как таковой, на последнем участке пути там дороги никогда и не было. Полноценный, в смысле оборудованный, качественный и так далее. То есть люди на своих машинах в принципе туда не добираются. Вот, пользуются услугами местных как раз-таки этих
деятелей. Но я вот о чем думаю. Вот туризм, нам о нем, опять же, да, повторюсь, рассказывают, какие-то форумы проводят и прочее. Может быть, не провести все-таки пару форумов, да, а выделить деньги на то, чтобы укрепить участок дороги. Бог с ним, не надо асфальт стереть, но хотя бы укрепить там песчано-гравийной смесью так, чтобы дорога была дорогой, а не вот этим вот совершенно безобразным с точки зрения движения участком. Более того, мне кажется, экологи должны вообще запрещать вот пользоваться такими проезжими частями. Ну, знаете как, вот есть уже подтвержденная опытом истина. Если вездеход вроде Урала проедет по нетронутому участку болота или леса, он оставит там колею глубиной там, в полметра или метр, и эта колея десятилетиями, а то и столетиями никуда не денется. Она будет там, я не знаю, заморожена, скажем так, да, и на многие-многие долгие годы останется шрамом на лице земли. Здесь же вот эти шрамы, они наносят те, кто вот возят туристов на Индерские зубчатки, буквально на ежедневной основе. Дороги нет, основная часть полностью превращается в непроходимое месиво, и грузовики начинают искать альтернативные, скажем так, пути, уничтожая, по сути дела, природу, уничтожая лес, его подстилку и так далее. Не знаю, мне кажется, увидеть что-то подобное в цивилизованных странах, вот вроде Германии, в принципе невозможно. Я уже привык, что в лесу либо все закрыто, и туда можно зайти только пешком, либо есть дорога, и тогда эта дорога асфальтированная или как минимум укрепленная настолько, что, ну, в принципе, в любую погоду будет выдерживать любую нагрузку. Вот куда нужно обращать внимание властям, если они действительно хотят сделать что-то полезное с точки зрения сохранения природного богатства, экологического наследия и развития туризма. Мне кажется так. Так. Ведомости пишут. Лидер партии «Смирная Россия» Яшин в последние дни много наговорил о своем неприятии деколонизаторов-расчленителей. Да, он там написал комментарий знаменитый в своем твиттере. И вызвал бурную дискуссию. Напрашиваются дебаты между Габасовым и Коноплиным. Слушайте, я-то не против. Но не уверен, что они оба захотят. Хотя, пожалуйста. Я тут другую мысль вынашиваю. Вот буквально в выходные думал на этом фоне. А не попытаться ли нам пригласить самого Илью Валерьевича Яшина? Живем мы в одном городе, мы знакомы, пусть и шапочно, но лично. В общем, попытаюсь донести необходимость и важность такого разговора. И, может быть, получится, как вы считаете? Хорошая мысль? Вот. Потому что мне самого тоже коробят, конечно, его высказывания. Я в интервью Руслану, которое еще не вышло, попытался на эту тему порассуждать. И опять же попытался не сжигать мосты и не вступать в жесткую конфронтацию сходу, потому что я всегда допускаю, что у людей недостаточная информированность, особенно по нашим вопросам. Да, я постоянно об этом так или иначе намекаю в своих эфирах, что зачастую проблема не в том, что человек мудак, а в том, что он просто не знает чего-то. Я сам таким был недавно, и многие из нас тоже. Был ли я мудаком? Отнюдь. Но я был неинформированным достаточно, да. Так вот, если так, то как раз проинформировать его и, может быть, таких людей за счет общения в эфире было бы правильным. По крайней мере, попытаться это сделать. Вот такая мысль в ответ на ваш комментарий, дорогой ведомости. Вы же он, я надеюсь. Вот очень сложно, конечно, общаться с никами. Вот. И еще раз умоляю, простите, пожалуйста, сложно произносить и склонять такие ники, как «Ведомости Башкортостана». Как мне называть вас? Должны быть какие-то удобоваримые, простые, понятные и желательно короткие ники, если мы хотим как-то вот
общаться. И мы, конечно, и так будем общаться, но, пожалуйста, пожалейте вашего покорного слугу. Я каждый раз, читая и пытаясь вставить в поток речи ники, ломаю мозги о том, как мне сейчас правильно вставить именно вот имя пользователя, а не ту мысль, которую я хочу донести. Приходится думать не о том, понимаете? Вот. Так, привет, вы не брат Аксенова? Не знаю, кто такой Аксенов, но на то я и Валиев, чтобы не быть братом Аксенова, если на то пошло. Итак, что у нас с вами еще есть? Немножечко позитива давайте добавим, да? Пруфы, да и многие другие медиа написали о том, как в минувшие выходные прошел организованный все-таки снизу фестиваль на территории Уфимского арт-квадрата. Фестиваль под названием «Мин Башкортса Хейляшам». Я говорю по-башкирски, в переводе на русский язык. В пруфах статья не просто о том, что этот фестиваль прошел, а буквально этот материал отражает историю данного фестиваля, откуда он взялся, кем был организован, что он из себя представляет и что там можно увидеть. Оказывается, еще весной 2019 года трое друзей: Алмаз Монаков, Рафаэль Янгиров и Антон Прижевский из БСТ, решили создать в Уфе фестиваль современной башкирской музыки. Идея возникла после поездки в Казань на фестиваль «Мин Татарша Сөйлешем», который ежегодно проходит в день рождения татарского поэта Габдуллы Тукая и объединяет современную независимую музыку, молодежную культуру и проекты по популяризации татарского языка. Ой, зачем эти длинные формулировки? В общем, по примеру казанцев решили сделать у себя, и вот уже несколько лет что-то проводится. И, надо сказать, выглядит местами очень прикольно. Я бы сходил. Вот. Сейчас фестиваль, наверное, уже закончился, уже и не сходишь. Но вот, например, популяризаторша башкирской музыки в техноформате Лейла Ханкызы, на которую я подписан, она вот тоже была одним из артистов, выступающих на этой площадке. По-моему, прекрасно. Пока власть, особенно федеральная, так или иначе подспудно делает все для того, чтобы искоренить национальную идентичность коренных народов, сами коренные народы тихонечко продолжают сопротивляться. Так или иначе, даже без политики, может быть, без осознания глубины важности того, что они делают, но делают. И пока еще вот даже такие вещи все-таки оставляют надежду, а власти не могут их взять и просто-напросто запретить. Ну, совсем уж, да, будет беспредел на данный момент, хотя и до этого, конечно же, дойдет. Так. О, мы тут с вами жаловались, что ботов нет. Значит, привет, кто-нибудь скажет, по чьей инициативе привезли снайперов на Майдан? А какое это имеет значение? Вообще, какое наше собачье дело, кто и куда кого привез, особенно на Майдан? Я так, на всякий случай. Я понимаю, что этот провокационный вопрос не имеет никакого отношения к делу, но, пользуясь случаем, выскажу свое мнение, и мне кажется, оно в этом смысле совершенно уместное. Наше дело заниматься своими проблемами, в частности, в Республике Башкортостан, ну или на худой конец по всей России. Все, что там произошло на Майдане, когда бы то ни было, в 2004 году или в 2013-2014, это не наше собачье дело. Кто бы туда кого ни привез, кто бы что там ни сделал, это не наше собачье дело. И все, что произошло после, не должно было нас никак волновать и интересовать. Это главный контраргумент, который должен стоять, мне кажется, во главе угла при любом разговоре о целесообразности или неизбежности этой самой войны, которая там идет. Не наше собачье это было дело. Даже если там, я сейчас фантазирую, да, кто-то кого-то там деревнями резал, это не наше дело. Ну, знаете ли, вот когда люди живут в деревне, вот есть семья одна, есть вторая. Во второй семье там, значит, глава семьи придурок. Ну, как бы можно забеспокоиться, если там какие-то у них проблемы есть, куда-то обратиться. Но самостоятельно решать вопрос
скажем так, физически уничтожая своего соседа и забирая, самое главное, часть его недвижимости, это противоречит здравому смыслу и любой логике, как минимум. Ну ладно. Так. Мин башкорт тілінде оқыманым. Тәрі тілді ғіне, пишет Бэй-Бэй. Ну вот такая же история у меня. Ну, я тем более всего 3 года учился в башкортостанской школе. У нас, конечно, был башкирский язык, но это было очень формальное мероприятие. Кремль в России всегда заставлял учить национальные языки. Татары и башкиры все знают и свой язык. Эти языки очень похожи. Ну да, заставлял. Кремль заставлял. Ага. С болью в сердце Кремль мог разрешить, так уж и быть, изучайте, но заставлять он точно не заставлял. Кто бы вы ни были и с какой целью не писали бы этот комментарий, все-таки отвечу по существу, как говорится. Окей. В общем, затронули больные темы, так или иначе. Ну как же, тема-то важная, связанная с фестивалем Мин Башкорт Сахилашам, поэтому окей. Ну и еще одно мероприятие, на этот раз официозное, прошло в минувшие выходные. Уфа отметила День молодежи на набережной Белой. И туда, конечно же, пришли высокопоставленные чиновники. Вот Хабиров идет с исполняющими обязанности мэра Уфы. И вот тут, значит, какие-то активности, мероприятия. Что же об этом пишут наши пропагандисты, например, в Башинформе? Они пишут, что праздник объединил школьников, студентов, молодых специалистов, волонтеров и представителей общественных организаций. А где же дети, я не знаю, участников СВО или сами участники СВО? Наверняка они тут сейчас будут в тексте упомянуты. Хабиров обсудил строительство в Уфе центра прогресса бокса. Что бы это ни было. Новый объект станет современной базой для тренировок и проведения соревнований. На стенде студенческих отрядов глава Башкортостана поинтересовался условиями труда ребят, уровнем их зарплаты. Что он там еще делал? Значит, на центральной площадке фестиваля Хабиров поздравил молодежь с праздником, подчеркнув ее важную роль в развитии республики. «Позвольте выразить вам слова уважения, благодарности и гордости», — сказал он. «Мы делаем все, чтобы вам хорошо и интересно жилось в республике. Строим спортивные и образовательные объекты, благоустраиваем парки». А что же он молчит-то, что, делая все, чтобы вам интересно жилось, мы вас вербуем, значит, в армию для того, чтобы вы половчее сдохли, как говорится, да, защищая чужие интересы и воюя в преступной и совершенно бредовой войне. Не говорит он об этом, но, как говорится, мы это с вами понимаем и без его слов. Азат, который нас смотрит, пишет: «Когда не твое собачье дело, бомбил Донбасс, а потом и Москву. Я могу сказать, не твое собачье дело, что творится в Уфе». Ну что, заблокируем Азата. Еще раз, Донбасс — это территория Украины. Кто его бомбит и что с ним делает, это их внутреннее дело. Ну, кстати, это неправда, во-первых, по поводу 8 лет бомбили Донбасс. Ну, даже если бы это было правдой, даже если бы это было бы не нашим делом. А то, что потом Москву, ну уж извините, ответная реакция должна быть. Вот. А что творится в Уфе и в остальных местах, разумеется, это мое дело и дело нашей аудитории. И если бы не аудитория и ее интерес, разумеется, может быть, я бы этим не занимался и давно благополучно обо всем забыл. Но люди забыть не дают, потому что люди хотят получать нормальную, правдивую информацию. Они исковерканную, измученную и перевернутую с ног на голову, которую, судя по всему, вы, Азат, держите у себя в голове. Уж не Шамилевич ли ваше отчество? Так и хочется спросить. Начинается. Как обычно, самое интересное с точки зрения остроты у нас в чате под занавес. Когда боты подтягиваются. Или не только боты. Вот человек с ником Азат очень кого-то напоминает. Хотя я, конечно, могу и ошибаться. Так.
Что за бред? Доброе утро. Меня беспокоит вопрос. С 1 сентября дети будут изучать в школе арабский язык. Зачем? Ну так спросите у учителей, если это правда, зачем они там будут изучать арабский язык и в какой школе и где это происходит. Наверное, принято соответствующее решение коллективом школы с участием родителей, чтобы этот самый язык изучать. Хотя это кажется тоже очередным бредом из разряда 8 лет дамбили бамбас. Ну что ж, так, по поводу языков вижу тут какие-то споры. Ну, в общем, не время, наверное, ладно, сейчас погружаться в это, тем более у нас истекает время нашей встречи. Я благодарю каждого, в том числе и Азата, за то, что поддержал нашу трансляцию просмотром. Чем больше вас смотрит, тем больше у нас охваты, так или иначе. А они растут в последнее время, опять же, подтверждая правоту нас, которые не сдаются и продолжают свою, пусть небольшую, но все-таки деятельность, насколько это возможно. Я желаю всем хорошего дня и успехов в течение всей недели. Берегите себя, берегите близких и будьте здоровы. Всем зур рахмат. До новых встреч, дорогие друзья. Увидимся с вами завтра. И, кстати, на этой неделе все-таки я уверен, что у нас состоятся эфиры программы «Аспекты мнения». Может быть, даже и не одна. Но не сегодня. Еще раз пока. Хобалахас.